Отец Георгий, как быть, если обыденная суета целиком и полностью захлестывает тебя и попросту не остается времени на духовную жизнь? Это вопрос приоритетов. Очень важно все-таки уметь поднимать глаза к небу. Есть притча, которую сказал сам Христос. Притча о сеятеле. Вышел сеятель, сеять семя. Одно семечко упало при дороге, при пути, другое в тернии, третье на каменистой почве, четвертое в благую почву, благую землю, и принесло свои плоды. Часто, это семечко, которое упало в тернии, оно не может произрасти. Почему? Вот это Слово Божие. Потому что все эти заботы жизненные, мирские, они часто нас как-то утягивают вниз. Но можем вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, который говорил, что искать прежде всего нужно Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится нам. Также можем вспомнить молитву преподобного Ефрема Сирина. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Дух праздности и уныния. В оригинале там стоит не уныние, а многоделание. Дух праздности и многоделания. Человек не должен быть праздным. Он должен заниматься каким-то делом, он должен искать пропитание и себе, и своей семье, обеспечивать нормальную и достойную жизнь. Но и многоделание – это тоже другая крайность. Когда мы буквально забываем о Боге и просто копошимся, забывая о вечной жизни, о Боге, и что самое главное, и зачем ты живешь, человек. Вот это другая крайность, многоделание. Избави меня, Господи, от этого, мы молимся. Если мы будем понимать, что прежде всего нам необходимо перед мысленным взором всегда иметь Бога, я думаю, что и в жизни все будет расставляться так, как надо. Если мы по-настоящему будем жить церковной жизнью и приступать к таинствам церкви, то тоже Бог ведь есть в церкви, Он действует в церкви, и Он сам будет определенным образом складывать наши обстоятельства в жизни, что мы от Бога сами и не уйдем. Нам главное этого хотеть. Мы этого часто не хотим, иногда даже себя обманываем. Господи, не сейчас. Господи, еще немножко мне надо, еще надо вот это, то, сё, а потом я к тебе приду. Нет, это тоже обман. Главное себя тоже не обманывать. И в молитве, когда мы встаем на молитву, это уже само собой это действие, выражение нашей готовности к действию Бога в нашей жизни. Господи, Ты приди и сделай так, как Тебе надо. И тогда все будет на своих местах.